предпосылки и особенности пенсионной реформы в Украине. 9 июля 2003 года в Украине произошло знаменательное событие, последствия которого сказались на благополучии многих украинских семей. Именно в этот день Верховная Рада приняла два базовых закона о реформировании законодательства в Украине. Были приняты законы об общеобязательном государственном страховании и законы Украины о негосударственном пенсионном обеспечении, а несколько позднее, с 1 января 2004 года, вступил в силу закон «Новая пенсионная система в Украине». Таким образом, принятие вышеуказанных законов позволили Украине 1 января 2004 года приступить к пенсионной реформе, и с 1 января 2004 года пенсионное обеспечение граждан Украины стало трехсистемным или трехуровневым. Многие столетия заботу о стариках брали на себя дети и внуки. Семьи тогда были достаточно большие, по 6, 7 и более детей. Конечно, и тогда было непросто кормить стариков, которые, кстати говоря, ни о каком отдыхе не помышляли, а трудились на семью до последнего вздоха. Но все же на 15-20 взрослых здоровых людей двое стариков не так уж много. Однако время шло. Семьи сократились, старики стали жить отдельно, а богатство общества увеличивалось. Так возникла гуманная идея возложить заботу о старых на общество, то есть заставляя всех трудоспособных платить понемногу, обеспечивая таким образом всем старикам достойное существование. Так возникли пенсии, а стариков стали называть пенсионерами. Система пенсионного обеспечения, при которой одно работающее поколение, младшее, содержит другое, старшее, получила название солидарной пенсионной системы. Младшие солидарно содержат старших, пенсионеров. Пенсионная идея понравилась всем. Детям не надо заботиться о родителях. Родителям не надо заботиться о детях, так как не от детей зависит их обеспеченность в старости. Государство берет на себя заботу как о детях, так и о стариках. Первых учит бесплатно, вторых обеспечивает материально. В 20 веке эта система работала довольно неплохо. Рождаемость в европейских странах была высокая. Число работающих намного превышало число пенсионеров. Особенно благоприятная ситуация сложилась в конце 60-х, начале 70-х. После Второй мировой войны рождаемость взлетела до небес. Возник демографический взрыв или, как говорят в Европе и США, бэби-бум. Бэби-бумеры начали трудовую деятельность в конце 60-х, начале 70-х. Здоровое, многочисленное поколение, не знавшее ужасов войны и голода, могло без проблем кормить довоенное поколение, которое вынесло на себя все тяготы самой разрушительной войны и голодомора. Малочисленное поколение пенсионеров 60-х, 80-х годов содержать было нетрудно. Однако солидарная пенсионная система сыграла злую шутку с теми, кто ее так любил. Рождаемость в Европе, в том числе европейской части СССР, с тех пор сильно упала. Сегодня в большинстве развитых стран на одного пенсионера приходится 4-5 человек трудоспособного населения. При этом демографические прогнозы показывают, что к 2025 году соотношение пенсионеров и трудоспособных составит в странах Европы 1 пенсионер к 2,5 работающего населения, в США 1 к 3,5. Ситуация в Украине гораздо серьезнее, чем в странах Европы, США и Японии. Уже сегодня в Украине на одного работающего человека приходится 6 неработающих. Эти 6 человек – это пенсионеры, люди, работающие за границей и работающие без трудовых книг. Они получают, но взносы в пенсионный фонд с этой зарплаты их работодатели не платят. В Украине, по оценкам экспертов, в 2004 году на 1000 работающих было 1200 пенсионеров. Старение населения стало главной причиной того, что развитые европейские страны в 80-х-90-х годах прошлого столетия провели крупномасштабные пенсионные реформы. Реформы шли в 3 направлениях: увеличение пенсионного возраста, увеличение ставок взносов на общеобязательное пенсионное страхование и внедрение накопительной системы пенсионного обеспечения. Вот в таких условиях с задержкой на 20 лет начинается пенсионная реформа в Украине, суть которой – переход с единой и единственной солидарной государственной пенсионной системы на 3-уровневую пенсионную систему. 3 вида негосударственного пенсионного обеспечения.
Первый уровень системы – реформированная солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования. Второй уровень – накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования. Третий уровень – система негосударственного пенсионного обеспечения. Доминирующее место в пенсионной системе остается за ныне действующей солидарной системой, смысл которой состоит в том, что деньги платят одни, а получают другие. И в этом основной недостаток этой системы. Вновь, как и десятки лет назад, проблема пенсионного обеспечения перекладывается одним поколением на другое. Но в этот раз на малочисленное поколение, которое не в силах будет прокормить бэби-бумеров. Достойно сожаления, что законодатели прямо и откровенно не сказали 40- и 50-летним людям, что солидарная система закончится на их поколении, что они сегодня обязаны помогать обеспечивать пенсии тех, кому за 60 и 70 лет. Но себе на пенсию они должны накопить сами. Это называется политикой. Но так или иначе, пока еще трудоспособные и крепкие 40-50-летние граждане пребывают в иллюзии, многие из них надеются, что какую-никакую госпенсию они все же получат. Эти иллюзии тревожат больше всего. После завершения пенсионной реформы в нашей стране суть солидарной системы кардинально меняется. Если до реформы работающее население откладывало деньги в пенсионный фонд на содержание пенсионеров, то после ее завершения откладывают большую часть лично для себя. Так живет весь мир. Давайте рассмотрим пример. Человек работает с трудовой книжкой и официально получает 2000 гривен в месяц. Каждый месяц из фонда заработной платы будет отчисляться 2% на содержание доживающих пенсионеров, и до 7% будет отчисляться из фонда заработной платы на обеспечение его пенсионного возраста. В месяц 7% от 2000 гривен – 140 гривен. Это 1680 за 12 месяцев. Если мы представим, что он копил 33 года, то он накопит 55 440. Скажите, этого хватит прожить всю оставшуюся жизнь? Даже если мы истратим эту сумму за год, то сумма на месяц составит 4620. Это всего лишь год нормальной жизни. Если взять хотя бы 10 лет, то сумма составит 462 гривны. И кто реально сегодня может претендовать на эти два уровня пенсионного обеспечения? Все те люди, кто узаконил свои трудовые отношения с организацией, предприятием, учреждением, то есть все граждане, которые официально оформили трудовые взаимоотношения с предприятием. Вы работаете на предприятии или руководите предприятием, перечисляя деньги в страховой пенсионный фонд. А как же быть категорией людей, которые сегодня не работают или не работают по найму? Наш законодатель ввел с 1 января 2004 года третий уровень пенсионного обеспечения, который называется негосударственная система пенсионного обеспечения. Эта система предназначена не только для неработающих по трудовой книге, но и всем тем, кто работает по трудовым книгам, но хочет быть обеспеченными в старости. Это и есть великое преимущество, которое состоит в том, что всем, в том числе и бэби-бумерам, которым сегодня еще далеко до 60, дается шанс самостоятельно решать свою пенсионную проблему. Система негосударственного пенсионного обеспечения в сфере страхования жизни. Система негосударственного пенсионного обеспечения – это составная часть системы накопительного пенсионного обеспечения, основывающаяся на принципах добровольного участия физических и юридических лиц. В нашем государстве негосударственным пенсионным обеспечением дано право заниматься 3 видам юридических лиц: негосударственным пенсионным фондом, банкам, страховым компаниям, имеющим лицензию на долгосрочное накопление и страхование жизни. Первые две организации не имеют государственных гарантий и могут быть признаны банкротами. Поэтому мы занимаемся негосударственным пенсионным обеспечением в сфере страхования, так как страховые компании не могут быть объявлены банкротами, согласно закону о страховании Украины. И тут нам есть что предложить как юридическим лицам, так и физическим лицам. Работа с физическими лицами. Каждый себе на пенсию должен заработать сам. А если ты зарабатываешь деньги, то ты можешь за счет личных денежных средств приобрести себе достойную накопительную программу и независимо от государства создать себе резервный капитал и одновременно приобрести гарантированную систему финансовой защиты как для себя, так и для членов своей семьи. Для того, чтобы понять, что нужно сделать прямо сейчас, мы хотели бы продемонстрировать вам одну схему.
Деньги нужны человеку на протяжении всей его сознательной жизни. И поэтому давайте представим жизнь человека в виде прямой линии. Жизнь любого человека делится на 3 основных периода. Первый период жизни – это учеба. Второй период жизни человек занят трудовой деятельностью. Мы его называем работой. И третий период – пенсия. Слово «пенсия» придумал великий Коперник в 15 столетии. Дословный перевод – расплата за хлеб и за воду. Этот перевод как нельзя близко подходит сегодняшнему состоянию пенсионеров, и это мы должны изменить. Интересно, что в большинстве стран Европы и Америки пенсионное время называют «свободным временем». Теперь указанные периоды мы рассмотрим с финансовой точки зрения. Первый период – это период учебы, это школа, техникум, вуз. Человек учится, получает образование, а затем специальность. Все это он делает для того, чтобы достойно войти во второй период своей жизни. Когда человек учится, он еще не зарабатывает, поэтому деньги инвестируют в обучение этого человека его родители. Но как только мы приступаем к работе, мы начинаем зарабатывать и продвигаться вверх по карьере или расширять бизнес. И однажды наступает момент, когда мы перестаем работать. Наступает тот день, когда единственным источником дохода будет государственная пенсия. И если к ней мы не добавим свои собственные накопления, то нам придется довольствоваться 7% от того, что мы зарабатывали официально раньше, то есть доход упадет на 93%. Потому что по первому уровню пенсионного обеспечения вы получите 7% от своей среднемесячной заработной платы. Кроме этого, ситуацию усугубляет инфляция. Вот почему в нашем государстве значительная часть людей находится за чертой бедности. Для того, чтобы человек, уходящий на пенсию, остался на том же финансовом уровне, на каком жил раньше, он должен иметь финансовые накопления. И здесь помогут собственные накопительные программы. В любых странах государственная пенсия – это всегда минимум, в том числе и в Украине. Но наше государство сегодня создает для своего народа правовые организационные механизмы, для того, чтобы мы умели создавать себе резервный капитал и жили, как живут цивилизованные люди. Сегодня мы расскажем, как эту проблему накопления капитала решили мы и тысячи наших клиентов. Боитесь ошибиться? Страшно начать что-то новое? Хватит себя обманывать. Подходящего времени никогда не будет. Настало время действовать.